Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Правда, события в мире в последнее время меняются настолько часто, что не успеваешь за всеми информационными потоками наблюдать и анализировать, где информация, где дезинформация. Но одновременно с этим, согласитесь, непростительная роскошь не знать о главных событиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Собственно говоря, этому мы посвящаем наши дискуссии. Здесь, в студии, мы обсуждаем те вопросы, которые важны для жителей нашей страны, нашей автономии. Подпишитесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки, если дискуссии вам нравятся. И предложите друзьям это сделать. А мы начинаем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» поэт, артист, сценарист Станислав Бабогла. Станислав Бабогла – поэт, актер, сценарист. В 2016 году окончил Славянский университет в Кишиневе, театральный курс Юрия Хармелина. С 2011 по 2015 годы администратор сайта Копчак МД. С 2017 года руководитель пресс-службы Союза гагаузских предпринимателей в Москве. С 2019 по 2022 годы руководитель пресс-службы в примарии села Копчак. С 2022 года по настоящее время работает по изготовлению коммерческой рекламы для социальных сетей и телевидения. С 2021 года принимает участие в создании короткометражных и полнометражных фильмов в рамках продакшена «Басараб кино». Премьера «Турчанка» вышла 10 апреля этого года. С февраля 2025 года работает актером в театре имени Чехова в городе Кишиневе. Автор сборника стихов «Андер 30», доступен на маркетплейсах Озон, Амазон, Яндекс и других. Уроженец села Копчак. Здравствуйте, Станислав. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Очень приятно, что наконец и на мою скромненькую персону обратили внимание. Станислав, вы родились в Гагаузском селе. Наверное, у вас не было возможности часто посещать театр, смотреть постановки спектаклей на большой сцене, но все же вы выбираете как будущую профессию, профессию театрала, актера. Как так получилось? Да, бабушка мне всегда говорила, слушайте, как получилось? Я в классе 10 у меня очень хороший был преподаватель русского языка и литературы Екатерина Ивановна. И мы отрывок из «Маскарада» сыграли у нас в лицее. Лермонтова, да. И мне очень понравилось поработать с хорошей драматургией. Хорошая пьеса «Маскарад». Она, кстати, шла в театр с улицы Рос потом. Я играл, Арбенин, главный герой этого произведения. И мне показалось, что что-то очень мне близкое, родное в этом. Мне нравится в этом существовать. То есть не просто кривляться, а всерьез погружаться в хорошую литературу. И потом в лицее было объявление, уже в 12 классе, когда я был, что в Славянском университете проводится конкурс художественного слова, и можно пойти и выступить. А я очень любил уже к тому моменту читать стихи. И мне на тот момент казалось, не знаю, может и кому-то и сейчас так кажется, мне очень нравилось читать Есенина, я выучил парочку стихотворений Есенина, там была Светлана Дмитриевна Туз, потом она оказалась моим педагогом по сценической речи. И я в Славянском прочитал, мне дали такую грамоту об участии в конкурсе, что говорило о том, что я автоматически попадаю на курс Юрия Николаевича Хармелина. Потому что потом я уже в июне, я такой всегда, знаете, нетерпеливый, я не ждал сентября, чтобы поехать в Кишинев. Я уже, вот в мае у нас были выпускные, и я в июне уже поехал в Кишинев с друзьями моими копчакскими, мы там подработки искали разные. И где-то в августе я зашел туда, в это здание, оно находится на Кузовода, это здание бывшего детского сада, там сейчас театр, театральный лицей, и на тот момент был еще и факультет Славянского университета. И мы познакомились с Юркачем, Юркач меня такой, я говорю, высокий такой, красивый такой.
И я такой, хороший типаж. И я хороший типаж, он говорит, да. И я как бы мне всегда неловко, когда о внешности говорят, ну типа, а как же ум, интеллект? Как бы хочется этим брать все-таки. Но мы с ним очень подружились на самом деле. И его спектакли, они мне очень сильно понравились. Понравились не потому, что я получал удовольствие просто как зритель, но там есть в чем разбираться. Окей, тогда завершили обучение в Кишиневе, получили профессию, диплом, и дальше случился переезд в Москву в поисках своего квадратного метра в актерской профессии. Я еще когда учился в Славянском, я уже после первого курса ехал в Москву, и меня брали в ГИТИСе, по-моему, на учебу, но я не мог, потому что у меня не было паспорта российского. То есть я с молдавским паспортом не мог попасть на бюджет. Так, как решился этот вопрос? Да никак, мне лень было, еще здесь 3 года отучился, еще 4 года в Москве учиться не хотел сразу. Я потом, когда в Москву поехал, я все равно играл вместе с теми, вот у меня в рекламе, помню, со школы студии МХАТ была курс «Золотовицкого девочка». Там короткие метры у нас были тоже с колледжа Табакова был парень. Потом, я же со всеми этими актерами потом уже в честной конкурентной борьбе вырывал свой хронометраж киношный. А почему вот тогда вы приняли решение, не попробовав себя здесь, уехать в Москву и там реализовывать себя? Искать, во всяком случае. Да, искать, да. Здесь что, места места театрального мало было в Молдове? Я никогда не рассматривал Молдову, вообще я никогда не рассматривал Молдову для работы в актерстве. Вот как. То есть ожидания от Москвы были выше, больше, поэтому вы… Смотрите, возможности другие. Для меня мое нахождение в Москве – это абсолютно естественный процесс. Вот как пальма находится в пустыне, точно так же я себя очень комфортно чувствую в Москве. Так. У меня ежедневно происходит внутренний диалог не уехать из Молдовы. Понимаете? Я каждый день стараюсь найти 1000 причин здесь задерживаться, несмотря ни на что. Интересно. А вот скажите, чем тогда Москва более привлекательна для вас, другое государство, Россия, чем Молдова? То есть… Я исхожу исключительно сейчас, не затрагивая всех других аспектов, про актерскую карьеру. Да, просто в рамках актерской карьеры там есть чем заниматься. Там есть киностудии, Мосфильм еще работает прекрасно, кстати говоря, его сейчас обновляют, развивают. Там есть большое количество проектов, где ты, обладая определенным количеством актерских навыков, связями, упорством и способностями, что тоже очень важно. Так чего больше связи или способностей нужно? Для того, это зависит от того, какую карьеру ты хочешь построить. Если ты хочешь честную актерскую карьеру, то в первую очередь надо честно актерски А вы на какую работать. карьеру настраивались? Я всю жизнь всегда для всех неудобный. Я никогда не умел со связями находить себе вообще что-то. Почему? Не знаю. Я вот, допустим, в Приморью как устроился. Я увидел объявление. Сделал сайт и потом начал там работать. Здесь, в Москве, то же самое. Я в интернете увидел объявление, что нужно выучить текст и записать пробы, и сняться в сериале. Я увидел в интернете текст, выучил его наизусть, записал пробы и снялся в сериале. Меня никто не приглашал в сериал по связям. То есть вы легкий на подъем, вы очень, я не знаю, как легко принимаете решения. Да. Попробовать, в общем-то, хорошее качество для молодого человека. А в Молдове вот какие проблемы сегодня существуют и почему нельзя реализовать себя? Да, я понимаю, что государство не такое большое, как и Россия, но все-таки у нас же тоже есть и театры, и актеры, есть возможность реализовываться и здесь. Но возможности Москвы, конечно, да, я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, все зависит от того, кто как хочет себя реализовывать. Я, например, знаю в молдавских театрах актеров, играющих на постоянной основе в Кишиневе разные спектакли и вполне себе удовлетворенно себя ощущающих от этого. Все зависит от степени внутренней удовлетворенности. Понимаете? Кому-то достаточно купить себе Opel Astra и возить что-то, а кто-то и Макларен купит и недоволен. А что вам? Что нужно вы для того, говорите, что чтобы… каждый день боретесь с тем, чтобы здесь не задержаться, уехать, не уехать. Да. Вот этот процесс, он какой внутри вас? Объясните, Сложный. Раскройте его, пожалуйста. Сложный. Я в 2019 году приехал и задержался, потому что у меня в Копчаке на тот момент была жива еще моя бабушка, бабугла Елена Афанасьевна.
Я ее очень люблю. Она для меня всегда была источником бескорыстной любви, когда тебя любят просто так и принимают любым. И мне всегда было приятно вспоминать, когда, были там в школе какие-то КВН, и учителя меня хвалили, она всегда в ответ говорила: «Эй, вы его еще не знаете». То есть она напрямую меня никогда не хвалила, но я всегда ощущал любовь. И я захотел задержаться с бабушкой просто, поэтому я задержался. А в 2020-м был ковид, я уже не смог уехать. Вы занимались вместе со своими единомышленниками, снимали рекламу, сейчас занимаетесь тем, что снимаете полнометражные, короткометражные фильмы. Да. Совсем недавно вышел в эфир один из ваших фильмов, и у нас есть здесь триллер. Давайте мы посмотрим триллер к фильму «Турчанка», который вышел совсем недавно, а затем поговорим об этой стороне жизни, про вашей нашу жизни. команду расскажу. Да. Творческую. Перестань. Да что это же он? Мне нужны деньги, слышишь? Оставь меня в покое. Да я на счетчике, ты понимаешь? Ребят, а можно потише? Здесь вообще-то люди спят. А давайте чуточку о самом сюжете, да, и почему «Турчанка» название? Главная героиня возвращается из Турции, и все село ее обзывают турчанкой. Скажем так, для гагаузского села это более типичный сюжет, когда возвращается из Турции, и, наверное, все село бы турчанкой не называл, но для молдавского села это чуть-чуть все-таки более... потому что Они жители Италию молдавских выбирают, сел да. больше не так часто Италию, либо едут. какие-то Да, они не так другие часто едут в Турцию, страны. поэтому как бы тут логичнее, что они ее называют турчанкой. У нее была сложная семейная драма в Турции, она вернулась и пытается наладить свою жизнь. Главный герой, который играет Эдуард, выходит из тюрьмы, и из-за того, что мой герой его подставил, я играю там отрицательного персонажа. В общем, фильм «Турчанка» — это о том, как в селе, вернувшись из-за границы, возможно ли в селе, вернувшись из-за границы, одинокой девушке с ребенком найти свое счастье, и как село принимает ее, как, выйдя из тюрьмы, главному герою Эдуарду реализоваться в этой жизни. Его брат, которого играет Яша, дальнобойщик, он пытается пристроиться к нему. И как это заканчивается, я не буду рассказывать, пусть смотрят фильм. Но вот как герои пытаются свою судьбу наладить, это вот в фильме видно. Ну и плюс еще хотел добавить, что это в целом такая очень легкая душевная комедия, поэтому, друзья, 120 лет не жалейте, в Чинеплексе всех ждем. Да, безусловно, нужно смотреть то, что создается здесь у нас в Молдове, и вырабатывать какое-то свое представление о том, чем насыщен творческий потенциал нашей страны, потому что команда вся ребята из Молдовы. Да, наши Абсолютно. друзья. Олег, он же с Бессарабки, Олег оператор. Топал, по-моему, Олег да, Топал, он оператор фильма с Бессарабки, Афоня Афанасий Склифос. А на чьи деньги? Каким образом собирались деньги? Что это такое? Кто финансировал? Ну, мы Коротко? умудрились, мы Коротко, умудрились но всё. снять просто за 3 копейки, если честно. У нас там все деньги уходили практически там на еду, на дорогу. Мы не тратили во время производства много денег. Все снимались бесплатно, работали все бесплатно. Деньги понадобились позже, когда уже выяснилось, что надо цветокоррекцию по картинке, звук подправить. И дальше уже у нас весь Кишинев сейчас, если вы будете в Кишиневе, все троллейбусы, все баннера, Турчанка. Там Можно уже снять за были 3 вложения. копейки фильм? Можно, Допустим. можно, конечно. Можно. Так, и почему в Гагаузии не снимают за 3 копейки фильм? Мы недавно делали тоже выпуск, беседовали в этой студии с Иваном Патраман, вы, наверное, смотрели. Я знаю, что вы хотите спросить. Вы хотите спросить, вот у Ивана были финансовые сложности? Абсолютно, мы слышали, как Иван об этом рассказывал. И там я часть просмотрел передачи, речь шла о том, что были сложности, там обещали, потом не выполняли обещания. Да, действительно, я тоже поэтому и не спешу, потому что одно дело договоренность на словах, а другое дело, когда я уже команду соберу, и мы начнем снимать, и по дороге остановиться. Вы знаете, я хочу снять, но я, скорее всего, это сделаю, когда у меня у самого будет вся сумма. Я не хочу по дороге остановиться просто.
Ну, себя самого. А про Турчанку, то есть Да. как формировался? В результате была премьера, и на премьере, наверное, вы уже, вся команда, которая Да. работала с фильмом, Да. услышали и плюсы, и минусы, наверное, вам сказали, что нравится, что не Ну, у нравится в нас, фильме. например, были все равно друзья, как бы, ну, знаете, более лояльная аудитория. У нас есть которая стесняется несколько лицо фотографий. Когда смотришь на эти фотографии, понимаешь, что это премьера фильма, который, как вы говорите, ребята сделали за 2 Да. копейки, собственно говоря. Так вот В я этом это и есть хотел определенный, в этом есть Романтизм. определенный романтизм. Романтизм. Я хотела по-другому, Так, ну как хорошо, это? принимаю Неожиданность. вашу характеристику. Мне кажется, что в этом есть очень много того, что должно нас, граждан Молдовы, радовать. Потому что когда вокруг граждане все, мы все любим жаловаться. Все плохо, вот абсолютно все плохо. Да, Но вот я об такой, этом писал в чате нашем рабочем фильма. и яркое подтверждение того, что если люди, единомышленники, собрались, поработали над одним сценарием, поняли, и каждый приложил свои актерские способности, режиссерские, писательские, операторские, и получился вот такой фильм, который, да, сегодня транслируется, показывается Да, в кинотеатрах, и граждане могут видеть. Это к тому, что это очень хороший пример. Но Да. говорила о Иване Патраман, потому что, да, Ваня делал художественный фильм, Ваня делал, и ему было очень сложно. То есть вот два таких примера у нас есть, да. В одном случае, когда очень легко это создалось. Не легко. В другом- Вы знаете, неправильно говорить легко. Но вы спросили про деньги. И просто у нас Финансово сценарий легко не иметь. требовал больших денег. У нас в селе все происходит. И спецэффектов У Вани тоже никаких. все в селах Да, происходило. но Ваня другой период исторически описывал. Вот, и видимо, для этого вот нужна была мы, какая-то- Видимо, деньги нужны были больше. Ну, по видимо, костюмам, давайте по завершим предметам. эту часть разговора по Да. фильму тем, что деньги-то все равно нужны для того, чтобы искусство стало Да. профессиональным, для того, чтобы люди, которые работают в этом виде искусства, Да. чтобы имели на что жить, потому что каждый из нас... Ой, ну с денег на кино не проживешь никогда. О чем С мы денег говорим? на кино не Хоть бы на проживешь. кино были деньги. Хорошо, а с денег, которые вы получаете На как что- на актер что вы живете? театра, ну, и там вы Я стали не хочу работать... оскорблять Министерство культуры. Если я сейчас озвучу в эфире свою зарплату, это Но будет надо озвучить. бомба. Ну, смотрите, это же не секрет. Вот надо озвучить. Но интересно же, театр Чехова, там работает наш Станислав Бабогло. Мы очень будем рады видеть вас чаще и чаще в разных ролях. Сейчас вы работаете над «Бесами», да, как Да, роман сказали «Бес» вы Федора нам, Михайловича. роман «Бесы» Достоевского будут ставить в театр, и вы там играете роль, кстати, кого? Кириллова. Ну и скажите, что Министерство культуры должно услышать от артиста театра Чехова? Если мы про зарплату именно Да. говорим. Ну, Министерство культуры должно услышать то, что нам необходимо ее поднять абсолютно точно. Но я бы не хотел сейчас вообще на этом внимание сильно акцентировать. Почему? Потому что, объясню, потому что если то, что я сейчас озвучу, там, условно говоря, сумму зарплаты и там необходимость ее повышения будет воспринято позитивно и послужит драйвером для того, чтобы решить проблему, это одно. Но мне кажется, это может быть воспринято негативно с их стороны. Окей. Но вы знаете, Я Стефан, просто не уверен, что в этом есть конструктив. конструктивизм. Но вы знаете, Хорошо. мы когда-то, сколько лет назад, лет 7 назад, были очень, я, например, была очень удивлена, будучи педагогом, я считаю, что и тогда зарплата была, пусть даже если мы говорим о том, что недостаточной, но нормальной на тот период. Когда я услышала, сколько получают в Чадрлунге актеры театра, для меня мне показалось, что не может столько получать актер Так, театра. унизительная Это цифра унизительная такая. была цифра. И вот тогда, когда мы работали с Катериной Федоровной, будучи депутатами Народного собрания над законом о расширении сферы применения гагаузского языка, мы предложили, чтобы из нашего бюджета автономии, выделялась Да. дополнительная зарплата, равная той, которую выделяет государство, чтобы актер получал зарплату достойную для того, чтобы он мог реализовывать себя в этой профессии, для того, чтобы он не думал, что я иду, работаю в театре, но я должен думать о чем-то другом, где-то еще заработать для того, чтобы смотреть свою семью и так далее. Но мы не только предложили, это было Мы это прописано в сделали, законе, да. и Да, депутаты да. проголосовали за закон. Я хотела спросить, а почему Да. не в Гагаузском театре не работает наш Станислав Бабогло? Потому что закон перестал работать. Какой закон? У меня контракт был с Гагаузским театром. И просто в штатном расписании тогда места не было. Я некоторое Так. время поработал в Это Гагаузском какой театре. год? Ой, эти даты. 18-й? Нет, это 21-й, скорее всего.
Мгм. 21. Да, С 21 на 22, по-моему, что-то проблемы какие-то с законом начались. Это когда на год Ирина Влах, ее исполком, они Да. приостановили действие этого закона, и не выплачивалась вот эта 100% надбавка к зарплате, о которой говорила Лена Да, я Федоровна. просто когда пришел, тогда год выплачивался, а на следующий уже не выплачивался. Но я скажу все-таки цифру насчет Чехова, чтобы более-менее дать зрителю понять. Средняя ставка актеров Чехова меньше 10 тысяч лей. Вот чтобы вы понимали. То есть у меня она чуть меньше, чем у других актеров, потому что я недавно пришел. Есть актеры, которые работают давно, у них есть звания и так далее, и так далее. Но я все равно считаю, что от 15 до 20, вот там должен быть коридор, когда актеры по звания и так далее уже больше-меньше. Но хотя бы должно быть 14-15. Вот если ты находишься в театре, ну, скажем так, практически весь месяц. Коль скоро мы поговорили о зарплатах там, здесь, артисты, актеры. В общем, давайте завершим вот это вот тем, что всегда на культуру выделялось мало денег. По остаточному признаку. Ну, есть такой, в советское время был очень применим такой вот, такая характеристика или такой термин, да, по остаточному принципу финансируется культура. Но это ущербно для страны, для граждан. То есть в современном мире больше возможностей. То есть ладно, как это надо было там в понять вообще, Советском ради Союзе. чего государство существует. Так вот, приоритеты какие у страны вообще? Ваш взгляд как человека, который на творческом поприще работает, чего не получает государство тогда, когда оно не финансирует должным образом вот эти Чего оно не получает? театры? Сейчас я вам приведу пример. Был период, я в Европу хотел поехать на заработки, собирал телевизоры в Польше, в городе Горжов. Меня хватило тогда там. Собирали, на в 3 смысле, месяца. на заводе? На заводе, да. Но так как я знаю английский язык, я сразу сел в офисное кресло там. Мало на конвейере стоял. Но суть не в этом. Горжов находится на границе с Германией. 100 тысяч населения. Там в центре города трехэтажная библиотека. Филармония отремонтированная, красивая. Театр большой, красивый. Юлиус Остеровый, по-моему, называется. Население 100 тысяч. В каком 100-тысячном городе Молдовы есть что-то подобное? Это к вопросу о внимании страны и граждан, и примарии, и муниципалитета к вопросе культуры. Для них это визитная карточка города. Они это ставят на первый план. А что у вас? А у нас филармония, а у нас театр, а у нас библиотека. И первый этаж тоже как музейные экспонаты у них там были, плоскогубцы старые, польские. Европейская страна. Европейская страна. Да, но надо сказать, когда мы тут говорим о низких зарплатах, мне вспомнилось, и, наверное, можно делать к следующей передаче, может быть, пригласим кого-то из сферы культуры Гагаузии поговорить об этом. Заработные платы и библиотекарей, и музейных работников, и многих-многих других, мне кажется, культурных учреждений серьезно повысились за последние несколько лет. Но я к чему это? То есть, когда вы приводите вот такой очень удачный пример, да, это действительно определяет вот что, вот такое отношение. А что государство? Да, а как что государство. ради чего мы вообще существуем? Почему, ради чего существует Гагаузия, ради чего существует Молдова? Про что? А что для нас приоритет вообще? А в чем вы видите приоритеты? Вот вы живете в этой стране. В чем я вижу Гагаузии сейчас или в чем определить. бы я хотел сейчас. видеть? Нет, сейчас. В чем вы видите приоритет? Вот есть руководители страны, есть руководители автономии. В чем вы нащупали вот этот приоритет Гагаузии, который ставит эта власть, ну, действующая, и действующая власть в Молдове, приоритеты в чем Окей, видите? Куда идем по направляют? порядку. Значит, Гагаузия с 15 года, с 15 по 19 Ирина Влах Да. была башкалом. Да. С 15 по 19 был приоритет на массовых мероприятиях. Правильно? Ну, вы как человек культуры, наверное, поддерживаете, да? Это хорошо, было много массовых мероприятий. Почему? Я не поддерживаю. Я как А, человек культуры, я вообще не пытаюсь себя куда-то присоединить, человек культуры, я просто как человек, я вообще против, нет, смотрите, я за то, чтобы были массовые мероприятия, но я против того, чтобы это было такой единственной формой развлечения. Ну, сколько у нас, например, было в Гагаузии за последние 15-20 лет фестивалей джаза или классической музыки? На открытом воздухе, как это делают, например, вот недалеко от Кишинева. Я не помню. Если у Вот. нас... Я не видела, я Вот. не знаю. Вы Вот знаете? я об этом и говорю. Это же тоже культура и высокая культура. Например, кто когда вообще заговаривал, чтобы в Гагаузии была филармония?
чтобы в Гагаузии именно была, то есть филармония, был концертный зал, куда приедет труппа, хоть пусть будет театр оперы балета, и чтобы была классическая музыка. Мы скажем, что Гагаузия очень филармонии маленькая. заговаривал композитор, да, Дмитрий Гагауз. Вот он как раз говорил, и, кстати, именно Дмитрий Гагауз предлагал вот эту концепцию школы искусств, где воспитывались бы артисты, и предлагался, да, концертный зал. Потому что она не может. Не услышали. Ну, не услышали не те власти, которые были, начиная, не знаю, от кого там, от Михаила Формузала, Да. и заканчивая. Никто его не услышал. Так, да, да. Почему? Вот вы хотите, например, меня спросить, Станислав, а почему они его не услышали? Ну, потому я- что это им не интересно. А я вот думаю, что это надо лично вот у человека спросить. У Формузала, у Ирины Влах, у Гуцул Да, Евгении. а что Ну, вы имели в да, виду, сейчас. когда вы говорили, что Ирина Влах очень много массовых мероприятий провела? Ну, это хорошо или плохо? Ваша мысль в чем? Я считаю, что мы сейчас говорим про политику или про культуру. Просто тут смотря на чем делать акцент. Если мы говорим про культуру... Ну, нельзя Мы хотели- не делать Да? акцент на одном, Не, не делать на объясню. втором. Мы хотели бы- Просто почему с, Нет, Про с развитие политической культуры. точки зрения это она для себя, ну, все хорошо делала. С точки зрения продвижения собственных интересов, как грамотный пиарщик, она в пиаре очень хорошо разбирается. Но если мы говорим про культуру, в плане культуры, я бы все-таки исходил из того, чтобы было больше литературы гагаузской. Например, Но она есть. Почему ее нет? я как-то позвонил женщине, которая в Либрариусе отвечает за то, чтобы там появилась литература. И я говорю, слушайте, Кишиневе. а к вам... Либрариус, да, это сеть прекрасная, я Да-да-да. люблю там вообще бывать, очень часто в Кишиневе сижу в Либрариусе, так что кто не знает, где меня найти, заходите в Либрариус. Так вот, я позвонил этой женщине, вообще вопрос был касаемо того, как сборник стихов туда поставить. Ну, я еще и задал вопрос, а у вас вообще кто-то к вам обращался, чтобы была гагаузская литература в Либрариусе? Что она, как вы думаете, мне ответила? Ну-ка, Нет, не интригуйте. Никто даже не обратился. И меня в этот момент продрог холод. Вы представляете, огромная автономия, и никто не обратился в Либрариус, чтобы там были книги для продажи на гагаузском языке. Ну, вы Либрариус знаете, продавал сегодня- книгу Ирины Влах «Профессия политика». Но это другое, наверное. Я говорю про вот сделать сборник рассказов гагаузских писателей, например, и выпустить в Либрариусе. Сборник стихов гагаузских, такой хотя бы сборник, не одного, хотя я считаю, Карачубана надо отдельно, там и Минакёся очень тонкий лирик. Но я к тому, что вот хотя бы сделать сборник, там собрать лучшее, красивый переплет сделать и выпустить, чтобы вся Молдова видела. Хорошо, Станислав, сейчас мы говорим с вами о гагаузской литературе. А вообще, если говорить о гагаузском языке, 27 апреля, День гагаузского языка и гагаузской письменности, в преддверии этого праздника проходит мероприятие, на котором появляются флаги, где написано «Мы русские». Как автономия, в которой появляются такие флаги, исполком не реагирует, Народное собрание Гагаузии не реагирует, как такая автономия будет продвигать в Либрариусе книги на гагаузском языке? Есть у вас ответ? Ну, думаю, именно такая сложно будет продвигать. Но если приоритет, как вообще можно использовать День гагаузского языка для продвижения русского языка? Или как это? Ну, У это меня было в просто вообще преддверии не этого клеится. праздника. В Чадарлунге проходит очень странно мероприятие, Это было пасхальное автопробег. мероприятие «Автопробег», Проводит где- монастырь, да? Лен Федоровна церковь. имела в виду, наверное, тот факт, что флаг «Мы русские, с нами Бог», он есть где-то там, его используют для того, чтобы что-то сказать жителям автономии. А флаг Власть «Мы не гагаузы», реагирует, что с я нами? имею в Вот Мы гагаузы, с нами Бог, можно такой флаг сделать. Но Почему? не было такого флага, наверное. Давайте Флаг сделаем. мы русские. Был флаг «Мы русские». Мы русские. Жаль, мне очень жаль, что интересы гагаузской автономии на втором плане. Интересы, именно настоящие интересы гагаузской автономии на втором плане. Вы утверждаете, это ваше мнение. А можете аргументировать, Смотрите. почему вы так считаете? В идеале руководство Гагаузии должно помогать молодым людям открывать бизнес, издаваться, то есть поэтам. Театру должно помогать с гастролями, потому что гастроли это очень затратное дело. Кино, я писал Ирине Влах в Facebook в личку об этом. Фонд кино надо создать. А что вам ответили? Хорошо, спасибо, по-моему. Появилось- Спасибо, хорошо. появился По-моему, всё. фонд. Спасибо, хорошо. По-моему, все, что мне ответили. В общем, Переменными слагаемых да. сумма не поменялась. Да, да. Появился хорошо, спасибо. фонд? Фонд кино нет, не появился.
Ну, в общем, вот я как-то помню один вечер, как-то я такой в вдохновленном состоянии, и по пунктам написал там в Facebook и вот в личку, даже удивился, что прочитал. Ну, в общем, я считаю, что вот такими вещами должно заниматься Вот то, что вы руководство говорите, Грузии. Станислав, ну, я не знаю, мы слышим очень давно или почти всегда, столько, сколько живем в этой автономии, ни я, ни Лена Федоровна отсюда никуда не выезжали, и столько, сколько говорим с людьми, которые маломальски причастны к какому-то виду искусств, они все говорят о том, что у них к власти есть претензии, и власть там и с картинной галереей, и со всеми видами или отраслями культуры. Но это неинтересно гагаузской автономии. Вы говорите, нужно театру помогать выезжать на гастроли. Опять же, закон о языке, он как раз был направлен на то, чтобы поддержать. Но одним законом многие вопросы не решишь. Когда вы говорите, литература не печатается, мы с Леной Федоровной вам скажем, что здесь очень много книг не сказал, печатается. не печатается. Печатается на гагаузском языке, только никто не читает. Вы некому знаете, читать. да, я вашу мысль поняла, но дело в том, что Екатерина Федоровна печатаются, но очень маленькими тиражами, печатаются эти книги, они раздаются, допустим, там по библиотекам автономии, больших тиражей нет, поэтому они не поступают в продажу. Даже словари, которые очень нужны, об этом говорят часто те люди, которые приезжают в автономию. Разговорник. Словари не купишь не только что в Кишиневе, в Либрариусе, их не купишь и в Камрате, в любом магазине. Так давайте книжном. попробуем дать ответ на вопрос, а что же тогда мы делаем 30 лет? Смотрите, Мы автономия. Очень хороший вопрос. Сейчас мы об этом поговорим, но я хотел сказать боль мою личную. Нельзя нигде купить гагаузскую литературу, именно в книжных. Купить книгу тяжело, понимаете? И еще в рамках этого добавлю, что я вам об этом говорил, важно сделать приложение для Android и iOS, чтобы там были гагаузские книги, гагаузские стихи, и чтобы можно было это все в смартфоне легко открыть, прочитать, поделиться. Это вот завершая мысли о продвижении гагаузской культуры. Нужно использовать современные методы. Вот вначале там про сборник сказали. Я же нашел способ, как мой сборник в Яндекс.Книгах появился, а он появился. Да, ну подскажите Это мы отдельно Управление лично культуры беседуем. Гагаузии, как это сделать? Управление культурой Гагаузии. Слушайте, это так коротко не будет. Это надо сесть технически все детали. Не у нас в студии. Вы обратитесь к ним и помогите. Я думаю, что они не захотят ни с кем разговаривать. Мне кажется, они сами самые умные на свете, они сами захотят все делать сами. Теперь вопрос, а что же мы делаем все эти 30 лет? Вообще, если уж разбирать по пунктам, первое, мы занимаемся популизмом, мы торгуем лояльностью политической благодаря своей географии, то есть можно выпрашивать деньги у всех, и у турков, и у европейцев, и у русских, так удобно у всех деньги выпрашивать, география, знаете, позволяет. Вот чем мы занимаемся. Да, к сожалению, то, о чем я говорил ранее, одержимость деньгами, властью, это очень опасная вещь, и она приводит к печальным событиям. Простые люди становятся заложниками одержимостью властью тех, кто наверху, и они идут на войну и из-за этого, матери теряют своих детей. И это, конечно, не просто опасно, это трагедия, это очень плохо. И плохо, когда у власти находятся люди, которые одержимы властью, насилием, жадностью, деньгами. Как это искоренить, я не знаю. Не то, что искоренить, но как понять людям это? То есть собственную одержимость? Нет, людям как понять, что одержимые люди приходят к власти, мы их приводим к власти, мы потакаем их одержимости, я говорю общество сейчас, если это имеет место быть. То есть вот эта одержимость деньгами как зло, которое рождает много других еще злобных историй для жизни и много трагедий, которые происходят тоже потому. Мне кажется, очень интересная тема. Мы как-то так сразу интонационно даже ушли на какое-то такое более тихое звучание, наверное, потому что то, о чем говорит Станислав, на самом деле резонирует очень сегодня. Я скажу неприятную вещь, но я думаю, что народ во многом сам виноват за то, что так голосует. То есть надо внимательнее голосовать, надо внимательнее изучать кандидатов, надо всерьез разбираться. Разбираемся ли мы? Вот, например, у нас в Гагаузии
почти каждый год есть выборы. Если это не выборы, там, допустим, местные, то это выборы Башкан, это выборы в Народное собрание Гагаузии. А если еще учесть, что и на республиканском уровне проводятся выборы, то получается, что Гагаузия живет одними выборами. И насколько, на ваш взгляд, люди реально оценивают кандидатов? Не насколько. Ну, очень субъективно. Некоторые из личного интереса, некоторым заплатили, плохо оценивают. Вот поэтому у нас и такие политики. Если бы хорошо оценивали, были бы другие. То есть от качества выбора каждого человека зависит то, что мы имеем в стране. Как страна. 100%. Ну, давайте возьмем как пример последние выборы. Я сейчас буду говорить о башканских, конечно же, выборах, которые, вы говорили о деньгах и о одержимости деньгами. Да. Но вот последние выборы, электоральная коррупция, это было самое позорное, как мы говорим для себя, представители общества, которые понимают и принимают это как позор, когда электоральный подкуп стал главным в определении тех или иных лиц, которые были поддержаны. Один человек стал башканом, президентские выборы тоже не были лишены этого электорального подкупа. То есть, а как из этого выходить? Вы говорите, люди должны понимать, как из этого выходить? Я считаю, что в первую очередь должна быть сильная экономика в стране. Человека с хорошей зарплатой купить тяжелее. Человека с хорошей пенсией купить тяжелее. А человека непросвещенного проще купить, даже если экономика хорошая? Человека непросвещенного, но с деньгами купить тяжелее. Человека непросвещенного без денег купить проще. Но здесь получается такой вот, для того, чтобы повысить экономику, должны прийти люди, которые смогут это сделать. Да. А для того, чтобы пришли, то есть получается такой вот замкнутый круг. Как нам в Молдове выйти из этого замкнутого круга? То есть, если не выбираем, как вы сказали, да, если мы не выбираем таких людей, которые могут повести нас по пути развития экономики, без коррупции, без подкупов электоральных, без вот этой тяги к деньгам, без одержимости власти тоже и денег. От бедности, я думаю. Бедные люди больше, мне кажется, думают о деньгах, завидуют, а у богатого человека проблемы, наверное, выплатить зарплаты своим сотрудникам, расширить бизнес. Все-таки не сами деньги, а реализация планов, которые намечены. Смотрите, но если мы говорили сегодня о 30 лет жизни автономии, то только вот последние 2-3 года мы столкнулись вот с таким видом избрания людей на высокие должности, когда деньги играли ключевую роль. То есть я сейчас говорю о подкупе. Ну, смотрите, мы к этому были не должность готовы. Куплена, то есть должность... Ну, смотрите, кто остался в автономии? Вот берем села, думаю, по Копчаку и по другим селам одинаково. Пенсионеры. Ну да. Значит, есть и бюджетники. Да. Пенсионеры, бюджетники. И если приедет какой-то процент из заработок проголосовать, то окей. То есть остались очень уязвимые для манипуляций слои населения. И тут уже каждый пытается использовать этот ресурс. Пенсионеров по-своему, работников, бюджетников по-своему. Если бы был тот самый, о котором любят говорить экономисты, средний класс, который купить невозможно, думающий средний класс, было бы гораздо сложнее, но его нет. А давайте переведемся, вы из Копчака, и переведемся на выборы, последние выборы в Копчаке. Я не помню цифру, но вы напомните, я знаю, что вы довольно активно следите за тем. 1600 голосов за Фортуну вы имели в виду? Сколько? 1600 голосов за Фортуну? Да. Столько голосов у вас было в Копчаке. Во многих других населенных пунктах тоже было, многие жители разных сел, с которыми я общаюсь, тоже удивлялись, что совершенно неизвестная личность взяла вот там 700, 800, 400 где-то, а у вас 1600, очень много. Можно вообще любого человека примаром делать. А как так? Вот как вы объясняете то, что ваши односельчане голосуют за человека, которого не знают, но они голосуют? Вот не знают, а хотим, чтобы эти люди решали наши проблемы. Просто им сказали, они проголосовали. А почему они так легко соглашаются? Низкая степень гражданской ответственности. Потому что в школе урок гражданского воспитания как факультатив. Его нет. Вот всерьез сесть с человеком и спросить, а что такое избирательное право? Я считаю, Прохоров об этом говорил, когда был кандидатом в России в президенты. Я считаю, что избирательное право должно выдаваться еще даже сложнее, чем водительские права. Что избирать должны думающие, понимающие, разбирающиеся, чтобы нельзя было купить, чтобы нельзя было запудрить мозги, чтобы левый популизм, пакеты с гречкой и так далее, чтобы они не ввели человека в заблуждение.
То есть надо подумать всерьез, какая должна быть вообще система выборов, какая должна быть вообще избирательная система, чтобы она была максимально эффективна и чтобы она всерьез отражала желание думающего населения. Потому что выбор думающего человека и выбор дяди Васи, алкоголика, которому налили 50 грамм у ларька, получается у нас голос равнозначный. А это ненормально. Это судьбу страны решает и умный человек, интеллигентный. Более того, интеллигентные умные люди, понимая, что их голос ничего не решает, еще и не ходят на эти выборы. Потому что они понимают бессмысленность этого. Поэтому... То, о чем вы говорите, к чему приведет? Приведет к тому, что вы лишаете права кого-то, кто живет в этой стране, влиять, голосовать. Правильно, а с другой стороны, он меня лишает права влиять. Потому что благодаря это мировая тому, что практика, именно так проводятся выборы везде. То, о чем вы говорите, наверное, я не знаю. Есть система выборщиков в США. Это там двухуровневая. Они как-то между там тоже собой существуют свои минусы, вы наверняка об этом тоже знаете, и о системе выборов в Америке тоже говорят многое, и не всегда но видят последние в выборы них. показали, что все равно как проголосовали, так оно и получилось. Ну, слушайте, мне тут интересной показалась ваша мысль о том, что надо что-то делать с этим, кто будет голосовать, у кого это право. Я тут все время вспоминаю, помните, когда Михаил Гимпо, тоже говоря о выборах, те годы, когда он активно был в политике молдавской, он говорил о том, что нужно запретить голосовать пенсионерам. Помните, Гимпо мог разное сказать. Нет, так это политики тоже всегда, неправильно. но это да. И тогда я помню, что и я была в числе тех, кто так на это отреагировал, что как же это так, у всех есть право голосовать. Да. Но то, о чем вы сейчас говорите, я задумалась, наверное, да, нужно подходить как-то, и, возможно, политики должны, гражданское общество должно обсуждать это и что-то предлагать. Это непопулярная мера, понимаете, политики Но всегда непопулярные боятся меры не непопулярных боятся. решений, потому что это понижает их рейтинг. И тут я, когда вот вчера как раз думал о том, что мы затронем эту тему, начал думать о монархии. Вот должна быть, с одной стороны, такая вещь, когда правитель может принимать непопулярные решения и при этом не лишиться власти. Понимаете? На следующие 4 года они выберут. Нет, вообще не лишится. То есть должен быть, например, вот там, король, допустим, король Молдавии. Вот нам королей Не, ну не я хватает я сейчас нафантазирую, но пусть будет как фантазия, пусть потом разбирает по мемам, я все равно эту мысль скажу. Например, там, король Молдавии. Да. И вот он берет на себя ответственность на 30 лет вперед, и его дети потом. Значит, правительство, они приходят и уходят. Ну, я утрирую, но не король Молдавии, ну что-то должно быть, как высший совет, знаете, совет магистров, то есть что-то, что непопулярные меры, то есть ответственность за непопулярные меры возьмет на себя и которые не будут изменены следующим правительством. То есть это я тоже думала об этой мысли очень часто и долго. Мне кажется, что вот эти вот 4 года, на которые избирается любое выборное лицо, они не позволяют ему внедрить что-то существенное, потому что он переживает о том, что ему нужно будет опять включаться в следующую, завоевать доверие избирателя. Да. И получается, что все те реформы, которые начинаются у нас в стране, даже если бы они были очень хорошими, следующими, допустим, людьми, и можно их просто отменить, несмотря на то, что они, возможно, в долгосрочной перспективе могли бы дать что-то хорошее. Но тут тоже опять получается замкнутый круг. Как развиваться в стране, в которой, да, есть вот 4 года мандата, допустим, президента, парламента, Башкана и так далее. В общем, мы сейчас приходим к каким-то таким от фантазии. Я подумал, кстати, решение, мне кажется, одно из решений, если закрепить. Есть, да? Не только идея, еще и решение. Это классно. Давайте я скажу идею, чтобы слишком пафосно не звучало. Закрепить в Конституции какие-то вещи, которые не могут изменять. Вот в Конституции, наверное. Проевропейский выбор Молдовы закреплен в Конституции. Как вы думаете? Вот тут я не согласен. Хорошо, если... Что в Конституции нужно закрепить проевропейский выбор. Могут ли... Могу объяснить, почему. Могут ли другие, допустим, следующий президент какой-то предложить изменить эту статью в Конституции? Я вообще считаю, что должен. Я считаю, что выбор, к какому блоку двигаться, не должен находиться в Конституции. Да, аргументируйте, почему. Объясняю. Это уже занесено в Конституцию по решению референдума? Это вообще кощунство. На основании референдума. Я считаю, что это серьезное кощунство.
в Конституцию должны быть внесены законы, которые говорят о правах граждан в рамках Республики Молдова. То есть, ну, условно говоря, там есть фундаментальное право на свободное слово, право на жизнь и так далее. То есть то, что гражданина защищает и позволяет развиваться ему вне зависимости его взглядов. А если я, например, пророссийский, мне что, из Молдовы уезжать, что ли, теперь? Раз Молдова решила быть проевропейской. Понимаете? Это тоже неправильно. То есть, если человек принял для себя какое-то решение касаемо, там, он хочет создать политическую партию, допустим, пророссийскую, у него должна быть такая возможность. То есть, должна быть возможность, и чтобы и эта политическая партия имела возможность собирать своих сторонников, и это. И когда ты за полстраны решаешь, что мы едем только в Европу, это неправильно. Другое дело, что граждане не дураки, они сами поймут, где им лучше, и они определятся на выборах. Понимаете, это очень тонкий момент, когда вы любите, допустим, вы любите сладкое. Но я за вас решаю, что вы будете есть сладкое. Но это уже я лишаю вас права выбора. Проевропейский выбор, который делали граждане на референдуме, разница небольшая, об этом много раз говорим, да и вы это знаете. Да? Разница небольшая, но опять же... Получается полстраны... Смотрите, но в любом случае, любое решение принимается большинством, так или нет? Да, но так не же, должно... допустим, Гуцул стала в Гагаузии Башканом. Но я не голосовала за Башкана. Да. Может быть, тут все не голосовали. Конституция но должна результате... представлять интересы всех слоев населения Республики Молдова. Сейчас мы прервемся на нашу рубрику «Люди говорят что». И, конечно, друзья, оставайтесь с нами. С нами Станислав Бабогла. Ставьте лайк, если эта дискуссия вам нравится. Через несколько секунд мы в студии. Люди говорят, что... Люди говорят, что профессия театрала человека не прокормит. Ну, прокормит, но больше ничего не купишь. Люди говорят, что сейчас не время творческих личностей. Нет, всегда время творческих личностей. Всегда. Они очень нужны. Это облагораживает душу человека. Люди говорят, что сценарии событий, происходящих в автономии, пишутся не здесь. Доля правды в этом есть. Не могу сказать, что вся, но доля есть. Люди говорят, что в Гагаузии политические приоритеты задавили культурные. 100%. К сожалению. Люди говорят, что молодежь Гагаузии предпочитает для жизни и работы не Камрад, а Кишинев. Ну, в большей степени. Да. Почему? Но более высокооплачиваемые рабочие места. И рынок труда более широк. И больше разных вакансий в разных сферах, в разных отраслях. Люди говорят, что гагаузский язык не открывает перспектив для самореализации. Нет, я не согласен. Музыки прекрасно себя самореализовывают на гагаузском. В литературе прекрасно реализовывали себя. Язык всегда открывает перспективы для самореализации. Любой. Было бы что самореализовывать. Надо в себе находить источник самореализации. Люди говорят, что Гагаузия обречена. На что, по-вашему? На счастье и успех. О, как здорово! Вот так вот. Ну и продолжим давайте нашу дискуссию. И во второй части, как мы уже говорили, мы хотели бы поговорить о том, что вы пробовали, могу сказать, или точнее говоря, вы пробовали или проработали в примарии Копчак. Да. И расскажите, почему вас не устроила работа в публичном учреждении? Не, я не могу сказать, что меня не устроило, наоборот, у меня все было очень хорошо. Я из прекрасных условий уехал в Кишинев в неизвестность. Все было хорошо, я в 2011 году, еще когда был школьником, сделал сайт, был конкурс, нужен был сайт села Копчак, и я победил в этом конкурсе, начал писать статьи, освещать новости, которые происходили в селе. Но с 2012 уже был студентом в Кишиневе, сложно было совмещать, и уже с 15 по 19 я не работал в примарии. В 2019 году приехал, как я говорил ранее, я хотел побыть подольше с бабушкой,
и заодно начал работать в примарии, потому что у меня внутри всегда была тяга к общественной деятельности. Вот А как какие интересно. противоречия увидели вы изнутри? Вот как человек, который занимался работой Да. в публичных Всегда было органах много власти. конфликтов, по-моему, в примарии, в совете, между примаром и советником. Так, начнем по порядку. Противоречия. Например, наши люди думают, что если ты работаешь в примарии, то у тебя автоматически появляется $1 миллион, несколько Роллс-Ройсов и, ну, не знаю, куча денег. И вот все слухи, которые придумываются касаемо заработков работников примарии, примара, очень как-то легко поднимаются, очень легко в них верят, не проверяют ничего, так легко верят. И большинство слухов, если бы были правдой, то, я думаю, работники примарии очень были бы счастливы. И про дома, и про машины, и про миллионы. Но, к сожалению, этого нет. Просто зарплата. Ну вот мы говорили про зарплаты для творческих, Театры, да. да, в творческих Примарии, коллективах, могу сказать, а у меня примарии? В примарии у меня 3500 лей была зарплата. Специалист по молодежи и спорту. Ну это прям было давненько. Это в Сейчас, 19-м, 20-м. Скорее всего, Сейчас. сейчас эти цифры значительно выше, я так думаю. А что можете сказать о том, что в селе, в котором все тихо, складно, совет и примар, неважно, какие партии там они в совете представляют, потому что в советники выдвигаются люди от разных партий, всегда есть примарии, в которых тихо, спокойно и дружно работает примар вместе с советниками, а вот Олегу Федоровичу Горизану как-то по-разному. Досталось тяжелое советское наследие. Какое? То есть всегда, очень часто можно было увидеть конфликты. Досталось тяжелое советское наследие. Когда я говорю тяжелое советское наследие, я имею в виду колхоз «Победа». У нас еще проблема не решена там. Какую проблему видите вы в колхозах? Наши жители, допустим, моего родного села Авдарма, всегда говорят о Кангазе, вот там еще сохранился колхоз. Они видят, о Копчаке, простите, они считают, что вот сохранение колхозов дает возможность Копчаку развиваться больше, лучше, людям чувствовать себя обеспеченнее, потому что колхозы продолжают свое существование. Вот Колхоз. я очень буду рад, если мои односельчане очень внимательно проследят сейчас за моей мыслью, которую я скажу. Я за то, чтобы колхоз «Победа», переформатировавшись в легальное правовое поле, например, там СРЛ, акционерное общество, я просто не эксперт, скажем, легальное правовое поле, развивался, открывал рабочие места, создавал, там у них виноградники, у них были, сейчас их меньше, вина, там были фермы, то есть мясо из свиней, из овец, чтобы это делались пельмени, то есть чтобы была добавочная стоимость в продукции. Не просто там выросла пшеница и продали, чтобы это было агрохолдинг, который выпускает конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью, и чтобы это все создавало рабочие места, серьезную налоговую поддержку оказывало для примарии, и экспортный потенциал села Копчак рос, и все было прекрасно. Но, к сожалению, этого нет. Есть использование земли, то есть выращивается пшеница, выращивается кукуруза, выращивается подсолнух, продается, и все. Я считаю, что с точки зрения потенциала, который заложен в это предприятие, и 20% не реализовываются. Поэтому я за то, чтобы все было легально, чтобы были заключены договора с квотчиками по аренде земли. А что не так? Есть проблемы с этим, с заключением договора. И когда вы говорите советское наследие, так что плохого в том наследии, если люди так или иначе в том колхозе работают? Как работали и раньше? Я не сказал, что плохого в этом сейчас объясню. Я сказал, что ему ему досталось советское наследие с определенной долей иронии, потому что это определенная ирония была. В том смысле, что именно название «Колхоз Победа», оно всегда ласкает слух. Это круто, что сохранили колхоз. Вообще это само по себе. Но когда мы копаем вглубь еще и в колхоз суть, «Победа». Да, «Победа», такое название. Когда мы начнем копать вглубь и в суть, выясняется, что потенциал, тот, который мог бы быть у этого предприятия, он не реализован. Вот я за это всегда выступаю. Мой вопрос был относительно конфликтов. Конфликт, я и на него отвечу. Да, действительно, есть оппозиция определенная у нас в местном совете. И,
что делать? А вы Тяжело. говорите, что вы гражданский Тяжело активист. Вот ваш активизм в свете вот этих вот довольно конфликтных отношений. Ну, я в группе у нас высказывался. Вот мой активизм в этом во многом проявился. Есть группа «Главные темы села Копчак», там создаются левые аккаунты и распространяется ложь про примары, про... Я взял на себя эту долю, как бы. Ну, зашел в эту группу и стал фейки все, которые придуманы, их отметать. То есть вы живете аргументированно в Кишиневе, объяснять. да? Интересно. Да, я находился в Кишиневе, я должен был заниматься рекламой, по идее, снимать рилсы. Еще тогда в Чехово не работал, в Чехово с 1 февраля. Но все равно, это в январе, по-моему, было, во второй половине января, вся эта заварушка. Я там, допустим, дрова дают только этим дрова не дают. Я взял список, выяснил, что в списке есть родственники представителей колхоза, которым давали дрова. То есть фейки, много вранья. И эти фейки я разметал. А много таких активистов, простите, как вы? На одно село Копчак, Ну, скажем. которые... Нет, ну смотрите, у нас есть советники, например, которые вместе с командой примарии работают. Я в этой группе писал: друзья, товарищи, пожалуйста, каждый советник должен сам себя проявить и сказать, что он делает, что он предлагает, какие инициативы и кто выступает против. Потому что мне, например, те, кто не голосовал за те или иные инициативы, я с ними тоже созванивался, и они мне говорят: Стас, понимаешь, вот мы предлагаем там, по водопроводу были нюансы, говорят, мы предлагаем, чтобы там были счетчики, там, чтобы внимательно было, ну, якобы вот мы не хотим повышать, у нас сложность была повышать тариф на воду и повышать тариф на мусор, и мы не повышаем пока, потому что не будут соблюдены те или иные условия. Эти говорят одно, потом я иду на эту сторону, говорю, а вот эти мне сказали, что ты их не слушай, они не разбираются, вот так надо. Я говорю, а как? А вот эти говорят, и вот я вот как бы между двух огней вот так нахожусь и пытаюсь вот понять, где правда, потому что эти говорят, ну со счетчиками надо разобраться, эти говорят, да они специально это придумали, потому что просто, чтобы не голосовать, чтобы понизить речь. А как людям, которые не задают вопросов, как вы, понять, кто из них прав в этой ситуации? Сложно, конечно. Если человек не в теме, не внутри, очень сложно. Я как раз хотела сделать такую вот параллель. Одно село из 1682, которые существуют от населенных пунктов на территории Молдовы. И вот здесь пример. Местные власти, примар, фейки. И вы говорите о том, как вы боретесь с фейками на примере конкретного вашего села. Вот в целом страна Молдова. Сможет ли она вот противопоставить вот этим фейкам, выиграть в той информационной войне, которая ведется сейчас? Как вы считаете? Ну, Молдова это делает, они убирают телеканалы русскоязычные. Для меня это больная тема. Почему? Потому что я очень болезненно всегда воспринимаю нападки на российскую культуру, на российское... Скажем так, я разделяю российскую пропаганду и российскую культуру. То, что касается российской пропаганды, я туда не лезу. Это не моя область. А вот то, что касается российской культуры, я считаю, что там не объективно цензурируется. Ну там Чайковского, когда в Европе. Это сложная тема, как это все отделить, да? Где Чайковского запретили? У нас? Ну, я слышал, нет, в невозможно. Европе я слышал какие-то... Нет, Елена Федоровна выступления. говорит про Молдову. А в Молдове там Катюшу спели и запретили петь песню «Катюша». Я считаю, что это кощунство. То есть это неправильно. Понимаете? То есть надо разделять такие вещи. Как Молдове защититься от фейков? Когда мы говорим Молдове, кому именно? Если мы говорим про власть... Про власть молдавскую. Гражданину, вот вокруг него много информации, а он должен где он как отличить правду от неправды? Да, ну, да. Только путем глубокого, тщательного анализа. Если вы хотите разобраться в каком-то событии, прочитайте из 2-3 независимых источников. Вот, четко, Хорошо, просто, я хотела, да? знаете, еще какой вопрос задать. Вы живете в Кишиневе, вы говорите в основном на русском языке, наверное, с вашими друзьями. Да. Вы чувствуете, что вас ущемляют? Как человека, говорящего... языке, да, вот это пресловутое «ворбит лимбадистат». Да, вы чувствуете? Обычно это говорят девушки... Нет, пресловутое русскоязычных ущемляют, да. Но есть еще и пресловутая «ворбит лимбадистат», которое я иногда слышу в свой адрес. Конечно, вот слышу. вы в Кишиневе От кого? живете, Важно мы не обратить знаем, вы внимание, скажите. от кого я это слышу. Обычно это из села приехали девушки в районе 19, 20, 21 год, которые плохо владеют русским языком и говорят такие фразы. Интеллигентные люди, кишиневские, образованные, никогда такого себе не позволяют. То есть проблема есть или проблемы нет в обществе? Проблема, смотрите,
проблема с тем, где и как используются русский язык и румынский язык, я считаю, ее нет. Объясню в каком смысле. Значит, смотрите, если мы берем театр имени Чехова, он русскоязычный, там мы играем на русском. Есть театр с улицы Рос, где я учился, там играется на русском. И вроде как, тьфу-тьфу-тьфу, их никто не закрывает, все как бы они работают, и ну, насколько там, скажем, репертуарная политика и так далее, это мы уйдем в дебри, я сейчас это не затрагиваю, это очень тонкие театр вещи. Работает на русском Но театр языке, работает да. на русском, и все, как бы есть зритель русскоязычный, и есть телевидение, вот я как понял, Чинема-1, вот нам приходили там русскоязычное, то есть оно работает. Есть также, есть молдоязычные театры, но другое дело, и об этом я тоже скажу, иначе мои коллеги-театралы меня не простят. Есть у меня ощущение такое, что в плане организации гастролей, в плане организации фестивалей, все-таки молдоязычным театрам внимания больше. И, в принципе, наверное, логично оно как бы и предполагать, потому что Молдова, национальный театр на молдавском. Тут понимаете, в чем дело? Жизнь, она не стоит на месте. И каждый день происходит процесс эволюции самой страны. И, например, мы сейчас, когда вышли с фильмом «Турчанка» в кинотеатре, был зритель, который говорит, что это они играют на русском. А есть другой зритель, который русскоязычный и даже не задумывается о том, что почему мы не играем на румынском. Это еще и зависит, у кого что в голову вложено и какие установки. У одного установка националистская, который хочет, чтобы все сразу было на молдавском, а у другого установка еще из прошлого, такого, из советского, дружба народов. То есть ничего страшного, и русский, и румынский. То есть это очень сложная тема, но я бы не хотел, чтобы ее все время педалировали, чтобы на этой теме все время сталкивали людей. Но политики используют к сожалению, разделяй и властвуй. Но одновременно с этим... Древнейшее правило. Древнейшее правило. Разделяй и властвуй. В этом, конечно, мастеров много в Молдове. Из числа политиков, но говоря о русском языке, недавно депутаты парламента предложили инициативу, депутаты парламента молдавского, предложили инициативу создания М3, Молдова-3, русскоязычного канала. Ваша точка зрения на это? Видел, как одного из видел пару новостей на эту тему. Там возмущаются сами Нет, вам нужен журналисты. такой канал? Вот вам, вы русскоговорящий. Что там будет? Понимаете? Ну, хотите, я вам скажу, какой мне канал нужен? Наверное, вот с передачами. Вот мы с ребятами, друзьями думаем, хотим снять сериал. А кто нам этот сериал профинансирует? Кто его у нас купит? Вот нам, творческим людям, нужен телеканал, который будет давать деньги на кино, на сериалы. Вот было бы хорошо. Вот такой нужен. И на румынском, и на русском. Не проблема. Где вы озвучиваете ваши идеи? И вот мысли хорошие, где вы их озвучиваете? Где мы их озвучиваем? Вот здесь. В нашей студии озвучиваем. Разные идеи в разных местах озвучиваются, в зависимости от Для того, деятельности. чтобы они были реализованы, их кто-то должен услышать, да? Не так ли? Вот я по Яше смотрел, вот Яша мой Кент, дружбанчик, да, который вот бегал по всем инстанциям, и я уже по его примеру спокойнее начинаю думать, куда бегать, потому что, ну, раз его не приняли, то с чего вдруг меня должны принять? И я присматриваюсь. Везде. В Чениче, например, вот мне ребята говорили, что сложно как-то, то есть это я вот не могу сейчас, вот не хочу никого обидеть, но, а то кто-то может обидеться, но кто-то жалуется, вот есть такой Центр национал для кинематографии, да. Они там 1 миллион лей дают на кино, да? Ну, да, и делают вот как кино они выбирают, как они молдавское. выбирают, понимаете, это же тоже очень условно, вот кто-то скажет, допустим, выбрали своего, а может там у своего лучше сценарий. Но чтобы говорить, надо к ним обратиться один раз и увидеть, какие у них есть предложения, как они делают эти конкурсы, если они проводят конкурсы. Я так думаю, я не знаю, я не внедрялась в... Надо к ним обратиться, и я согласен с этим. Вот если бы хотя бы организовали какой-нибудь круглый стол, как вообще правильно к ним обращаться. Ну, смотрите, вы же сами говорите, что вы активный гражданин, да. Вы любите общественную деятельность. И, ну, вот такие активные люди, собственно говоря, и провоцируют тех или иных чиновников давать ответы, что-то делать, инициировать. Поэтому мне кажется, что вы вообще об этом говорите, я не обращался. Вы задумываете снимать свой фильм? У вас есть такая идея? Давно есть.
О Ну, чем будет конечно. этот фильм, если у вас будут деньги? Если бы сегодня кто-то вам сказал бы, Станислав, Неблагодарное дело я- планы полить. Ну, как бы. Неблагодарное зачем? дело. Неблагодарное зачем? Но вы хотели бы делать этот фильм на гагаузском, либо на русском языке? Я думал и на гагаузском, кстати. Вот есть проект, у меня давно крутится в голове на гагаузском. Но смотрите, что касается фильмов на гагаузском. Вообще, что касается фильмов на гагаузском или на русском. Мы «Турчанку» сняли на русском, но сделали дубляж на румынском. Можно снять фильм на гагаузском, сделать дубляж на русском и на румынском. Это не проблема вообще. Так что о чем снимать? Вот о чем должен думать художник. Так о чем вы хотите снимать? Ну, вы хотите, чтобы я идею фильма рассказал, да? Ну, давайте так, чтобы не спалить идею. О безумном хаосе, который развивается огненным большим шаром на просторах нашей автономии. Совсем скоро нас ждут выборы в парламент Республики Про хаос Молдова. продолжает Лена Федоровна. Да, Я хотел добавить, мы- жанр будет такой трэш-комедия. Ну, если так. Вашего фильма, да? Да, обязательно. Трэш-комедия только про хаос, про Трэш-комедия лицемерие. про лицемерие. Что-то вот можете подумать в сторону День выборов. Ну, Слушайте, Лена Федоровна, в Понятно. этом что-то знаковое может быть. Смотрите, Станислав готов снимать фильм про трэш-комедию. да. Про Гагаузию, про хаос, который есть в Гагаузии, Да. про лицемерие, про политику, про Ну, вообще с популистов. юмором все. Я вообще считаю, что вот у нас в передаче немножко юмора не хватает. Да, но многие называют вот эти выборы 28 сентября Да. судьбоносными. Парламентский. Как вы на это смотрите? Можно с юмором? Я вам скажу, если, Можно с юмором. если судьбу человека определяет какая-то дата, которая напрямую с ним, ну, как бы не связана, и вот я, допустим, для меня может быть судьбоносное решение это там поступить к Юрию Хармелину, например, да, то есть не А выборы, для страны? Для страны мы Окей, имеем ну в я виду. понял, да, теперь для страны. Поступить куда? Ну, учиться к Юрию Хармелину. Судьбоносное решение, в том смысле, что это сильно повлияло на судьбу мою дальнейшую. Да. Да, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, что будет пройдена такая точка невозврата, что либо мы идем в Европу, к цивилизации, либо мы остаемся в таком каком-то вот мире, в очень уязвимом мире, где внешние силы могут нас съесть. А когда гагаузы не были уязвимы, понимаете, малый народ находился на территории Турции, на территории Болгарии, мы всегда были уязвимы и всегда зависели от внешних сил. Поэтому Ничего нового вы хотите ничего сказать? нового. Не, в том смысле, что я бы, конечно, был бы рад, если бы те внешние силы, которые имеют влияние там была Турция, там Болгария, там Российская империя, если бы они думали о гагаузах и создавали идеальные условия для гагаузов. Ну, в принципе, они и думали, потому что Александр I давал там 25 лет, не забирали в армию. То есть это были очень хорошие условия для того, чтобы осели Но нормально. и Турецкая республика думала о гагаузах, когда в 90-е годы помогала республике Молдова понять и принять и помочь гагаузам зажить своей автономией. Турецкая республика Да, то есть тоже внешние помогала. силы, вот тут очень важно, вот возвращаясь к началу передачи, или, может даже к середине ближе, к тому, что насколько гагаузы осознают собственную ответственность за судьбу автономии, Вы что об понимаете? этом Это, конечно же, очень, Я считаю, что в очень важный недостаточной вопрос. степени. В недостаточной. Вот, Может, очень... отсюда и исходят все те проблемы, которые есть вокруг 100%, автономии? 100%. Если бы руководство автономии состояло из ответственных политиков, которые думают на будущее, то было бы все по-другому. Я сейчас не занимаюсь предвыборной агитацией, но зная хорошо близко Олега Федоровича как историка, он всегда смотрит на 50, на 100 лет вперед. Вот, Вы говорите о горизонте. да, Олег Федорович. вот побольше бы таких политиков, которые, принимая политические решения сегодня, думают о том, что будет через 20, 30 и 40 лет с его народом, автономии было бы все по-другому. Ну, смотрите, Олег Горизан баллотировался в Башканы, и сколько, я не помню, вы, наверное, знаете, сколько 15-м. человек проголосовало. Ой, и сколько проголосовало, не помню. Но и в мало, к 15-м, и в сожалению. 19-м он Почему такие люди баллотировался. не интересны жителям автономии нашей? Ну, то есть Да. не проголосовали за него люди. Почему? Ну, другой уровень был политической агитации тогда. Уровень политической агитации у Оренбурга был гораздо сильнее, мощнее, ярче, Газманов. Там, А Любэ. чем он был сильнее и ярче?
Вы хотите Уровень сказать, политической агитации. Ну, концерты были же, Любе, Газманов. То есть за Ирину Влах была очень серьезная политическая... Любе, Да, Газманов, 15-й год. Да, это 15-й год. Любе, И тогда Газманов и Горизонт так был далее. менее заметен рядом с таким большим политическим... волной такой политической Но пиар. это же явление такое, вот временное. Сегодня есть Любе, сегодня есть Да, но Газманов, выбор- завтра они уехали, а выбор остался, и нам жить с теми, Да, да. и кого мы избрали. А как объяснить это вот человеку, который вот выбрал вот на волне вот этом, на хайпе? Как ему объяснить, что не ведись на хайп, ведись... Вот об этом я уже говорил. Как Гагауза политически воспитать таким образом, чтобы он не велся, даже если, вот знаете, вот предлагают тебе кучу денег, тебе концерты, звезды поют, а ты все равно голосуешь за своего. Как это сделать? Я не знаю. Это вот что-то в подкорке человека надо как-то, я не знаю. Но вы говорите о том, что тогда, в 2015 году, были разные политические там возможности, да, для политических... У разных политических кандидатов был разный уровень пиара. Разный уровень пиара. А сейчас то, что Гагаузия пережила уже электоральный подкуп, это совершенно другой пиар. Да. Это не концерт Газманова, еще кого-то там вы перечислили. Любе. Хотя В всё одном это тоже месте один раз. сопутствовало Да. всему. Да, это тоже сопутствовало, но теперь конкретно каждый человек имеет, ну, то есть подкупается. И это совершенно другой подход к проведению предвыборной кампании. И тогда каковы шансы, как вы задумываете здесь, Очень да? маленькие. Каковы шансы привести к власти в автономии людей, которые, ну, поистине, В нынешней системе очень сложно. что будем с этим делать? Надо вычищать. Надо каким-то образом создать ситуацию, при которой, ну скажем так, политические идеи, честность кандидата будет первостепенно при выборе Башкана. Вот надо создать такое условие, чтобы люди объективно голосовали и чтобы не было, ну знаете как, скажем так, бежим 100-метровку, но у меня, значит, камни в рюкзаке 40 килограмм, а у вас супер крутые кроссовки и спортивный костюм. Но мы оба бежим 100-метровку. То есть, чтобы были равные условия. Это возможно сегодня? Ну, равные условия, они есть и сейчас в законе для Ну, в выхода. законе есть, но мы же знаем, как предвыборные кампании у нас проходят. Они проходят шумно, ярко, с подкупом. Но вот когда власть начинает бороться с тем, что кто-то использует коррупцию, коррумпирует избирателей, то избирателям самим это тоже не нравится. Нет, Возмущение, смотрите. которое есть и сегодня. Вы же сами Я знаете, понял. что... Смотрите, тут у меня есть очень простое объяснение. Все должно быть в рамках закона. Как? В рамках- Нет, просто вот в рамках закона, понимаете? Вот и там, где нарушили закон, надо, чтобы за это несли ответственность. Вот не вдаваясь в подробности. Все должно быть в рамках И закона. невозможно с этим не согласиться. Только как только начинает работать закон, то люди, как минимум, наверное, об этом Лена Федоровна начала говорить, люди недовольны тем, что их наказывают по закону. Смотрите, понимаете? я могу выпить, поехать к соседу на машине в гости, вернее, поехать к соседу на машине в гости, выпить, и на обратном пути меня остановит полиция, и я могу очень сильно возмущаться, что у меня забирают Но я права, нарушил закон, да? но я ответственен за то, что я делаю. Поэтому правовое государство невозможно, если в правовом государстве часть законов будут не работать, потому что Кто-то кто-то не хочет. обидится или ну я тоже, может, хочу делать, и чтобы мне за это ничего не было. Но так же не бывает. То есть я за правовое государство, где работает закон, но при этом подчеркну, закон должен быть для всех, и для прокуроров, и для судей, и для детей судей, и для детей прокуроров. Тогда и доверие к закону будет другое, понимаете? А не так, что на этих работает закон, кто внизу находится, а кто вверху, для них закон мимо кассы. Поэтому я предлагаю, идеальным было бы верхушке подать пример, если они между собой нашли кого, кто, ну так, серьезно, закон нарушил, посадить, и снизу тоже увидят, ну вот начинает что-то работать. Народ у нас в Молдове отчасти, во многом, я бы сказал, не хочет соблюдать закон, потому что верха его не соблюдают. Если верха будут соблюдать закон, то и низы начнут его соблюдать. То есть закон должен быть для всех равен. Поэтому, когда верхушка, например, правительство, там, парламент возмущаются, вот граждане как-то пренебрежительно относятся к закону, так, и сами они не идеальны в этом смысле.
мягко говоря. Что вы ощущаете, если вам задают или что вы ощущаете, когда вы видите, что происходит в Гагаузии, допустим, да, сейчас последние события последних, скажем, там 2 лет, 1 года? Нет, мне с 15 года все очень сильно возмущает. Не последних 2 лет, вот прям с 15 года. Вот как только в 15 году была выбрана Ирина Влах, я тогда даже озвучивал предвыборные ролики Олега Федоровича. То есть я, естественно, хотел, чтобы Гарзан был башком. Поэтому вам и не нравилась Ирина Не, Влах, но что если вы мы за берем другого мои личные кандидата? симпатии в сторону, то дальше смотрите, что происходит. Я не люблю дешевый пиар. Я не люблю, когда дешево пледиками всякими пенсионеров задабривают. Но это работает, оказалось. К сожалению, да. Работает здорово. Да. Я вообще за то, чтобы Но политиком начинали с был пледиков, а интеллектуал. заканчиваем теперь деньгами. 2000 лет. Это очень низкая форма управления страной. Это низкая форма зарабатывания политической лояльности. Я бы хотел, чтобы гагаузы были гордым народом, который купить невозможно. Я бы хотел, чтобы... Ну, это в идеальной реальности, а нынешняя она другая. И мы можем возмущаться. Что с этим делать? Вот Да. это очень хороший вопрос. Это главный вопрос. Я считаю, что первое, все должно быть по закону. Второе, нужно уроки гражданского воспитания в школах проводить чаще и показывать реальные примеры из жизни, что к чему приводит, чтобы у человека в голове была причинно-следственная связь. Чтобы было понятно, что вот этого вот посадили, потому что он нарушил вот этот закон. А он нарушил этот закон, потому что еще вот эти вовремя не среагировали. А они вовремя не среагировали, потому что до них предыдущие политики уже подали пример, что можно вовремя не реагировать. И когда цепочка тех или иных политических решений за последние 15-20 лет одна за другой выстраивается как принцип домино, то мы выясняем, что ответственность там аж от Воронина идет. А не просто тут Ирина Влах такая плохая. Понимаете? Это все звенья одной цепи. И нельзя вырывать, говорить, вот этот плохой, а все, кто бы... Нет. И вот тут важно осознавать ответственность и граждан, и государства. Но надо разговаривать между собой. А для того, чтобы между собой разговаривать, нужно принизить значение денег и повысить значение построения правового государства. И еще один такой вопрос. Очень часто политики из Кишинева, ну и те, которых мы приглашали в студию, и просто люди, с которыми я знакома и общаюсь, очень часто говорят, но мы видим, что происходит у вас в Гагаузии. А вот есть другая точка зрения. Вот есть люди, которые имеют здоровую позицию. Там не 1 и 2 депутата с Народного собрания говорят там более или менее отчетливо, что происходит и как. А есть вообще гражданская позиция какого-то круга людей, которые тоже могут о себе заявить. Но мы видим, что нет такой другой позиции, отличной от позиции властей автономии. Если и есть, она очень слышна, очень тихо. А почему, условно говоря, нету другого громкого мнения? Да, то есть есть мнение действующей власти в автономии, нет другого Нет, мнения. есть другое мнение. Люди понимают, что всегда морально и психологически тяжело выступить против толпы, против массы. Ты потом с этими людьми еще видишься, то сосед, то где-то выпил в баре, потом ты должен сидеть оправдываться или говорить, нет, я по-другому, ты должен ссориться, потом годами не разговаривать. Это очень сложно. Очень сложно. Вы понимаете, если бы, как сказать, тут какая история. Если бы люди хотели... Люди не хотят ссориться друг с другом, понимаете? Вот они видят, вот эти такие, и бог с ними. То есть, если бы можно было бы разделять, например, я за одну политику, ты за другую, но в остальном мы как бы дружим, то можно. Но люди обычно очень категоричны. Гагаузы вообще очень темпераментный, категоричный народ, обидчивый. Ах, ты с этим сегодня сидел в баре, я с тобой не разговариваю. То есть, вот есть еще вот это кто с кем. Потом, сложный, противоречивый, где-то искренний, где-то лицемерный. Мы очень сложные люди, мы непростые на самом деле. Казалось бы, вроде как вот работяги, но все сложно, гораздо сложно. Как вы смотрите или как вы оцениваете вот этот нескончаемый конфликт между Камратом и Кишиневым? Есть у меня некоторые инсайды, например, о работе межпарламентской комиссии, да, как работала межпарламентская комиссия НСГ и парламента. И приходили с одной стороны, молдаване довольно категорично были в отстаивании своих интересов, с другой стороны, гагаузы. И почему чуть-чуть снять корону с головы и проще быть, и договориться по-простому, почему они этого не делают? Потому что есть такая штука, как эго. Я думаю, что во многом это связано с не уступить,
Вот. Но все же определенные достижения у этой рабочей группы были. То, что мы не хотим их видеть, это другое. Да, нам хотелось бы, чтобы чтобы достижения были выше, больше, но не видеть, что это эффективный механизм взаимодействия между Кишиневым и Камратом, то тоже невозможно. Я согласен с вами. А Это теперь очень нет этого эффективный диалога. механизм. Вы знаете, вот Да. в 23 году, да, в 23 году в декабре Народное собрание приняло решение о том, чтобы закрыть работу этой группы, все, разорвали отношения с той. Зря. Зря? Конечно, зря. Ну так, Но налицо... как можно не договариваться с парламентом? Парламент принимает закон. Парламент завтра примет закон, который сильно усложнит твою жизнь. Может, лучше заранее при принятии закона договариваться? Вы там что вообще собираетесь принимать? Эта рабочая группа была нацелена на то, чтобы гармонизировать законодательство Молдовы и Гагаузии, и это архиважно для Гагаузии. Да. Архиважно. И вот этот разрыв этих отношений, это на самом деле утрирование этой конфронтации, которая есть. Знаете, я еще хотел добавить в рамках того, что Кишинев ущемляет права гагаузов, одну вещь. Часто говорят, вот забрали полномочия, вот, значит, генерального прокурора назначает Кишинев, вот. Да если бы у меня не было предположения, вернее даже такого сильного предположения, что местные, назначаемые местной властью начальники не будут назначаться по причине лояльности к местной власти, то я бы и сам, может быть, и возмущался, что в Гагаузии гагаузский народ должен сам выбирать главного прокурора. И я сейчас точно, в общем, все эти должности, что гагаузский народ сам должен выбирать. Но у меня есть такой момент, что мне кажется, просто если вот давать в Гагаузии все это делать, то будут назначаться по причине лояльности. И тогда у гагаузской власти еще больше руки развяжутся. И вообще, что захотят, то и будут творить. И вот с другой стороны, кто-то говорит, что это плохо, а на мой взгляд, это сдерживающий механизм для гагаузской власти, чтобы они совсем берега не путали. Уж извините, совсем простой сленг, но народ меня Вы поймет. прям по Константинову сказали, это его любимое, берега попутать. Да, вот, чтобы берега не путали. Спасибо, Станислав. Вот такой получился сегодня диалог, дискуссия в этой студии. Мы желаем вам успехов. И пусть еще больше идей, инициатив ваших услышат те люди, которые, в общем-то, принимают решения и развивают культуру. Ну и потом, мне все-таки очень хочется увидеть вас и в Гагаузском национальном театре, и хочется увидеть тот фильм, о котором мы говорили, тем более, что вы намерены его делать о Гагаузии и готовы делать на гагаузском языке. И, может быть, сейчас как раз вот люди, которые смотрят этот эфир, скажут, а что, давайте создавать такой фонд. Если не создают власти, давайте Фонд создадим... гагаузского кино. Фонд гагаузского Да, кино. суперидея. Да. Создадим его сами гагаузы и будем накапливать там какие-то деньги для того, чтобы наши молодые, творческие, активные... На честной конкурентной основе в составе профессионального жюри отстояли свои заявки и взяли свой там, 1 миллион лей хотя бы на фильм. Ставим точку. 1 миллион лей вам нужен? Не, для для начала. Не, 1 миллион чиниче дает, я говорю, хотя бы вот, чтобы 1 миллион лей на фильм. Ну вы же призвали нас смотреть с юмором на все, мы уже смотрим. Пусть с миллиона начнем, да. Тогда друзья. долларов раз по юмору. Ну вот так, аппетит приходит во время еды. Да. Значит, $1 миллион нужно для того, чтобы... Да, меньше миллиона не предлагают. Это может шутка, а может нет, но фонд кино создавать, это серьезная идея, правильно? Очень важная, серьезная. Да, ну вот, давайте на этом поставим точку. Спасибо, мы, Елена Карамит и Екатерина Жекова, говорим вам до встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.